Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 17 ноября 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Реалити в YouTube и на канале на канале Реалити в YouTube и на канале Аслан Арцуев в TikTok, друзья. Я вас всех сердечно приветствую. Так. Адам, ва алейкум ассалам. Горский еврей Новчо, ва алейкум салам. Демократ. Шамиль. Все, друзья, я вас витаю сердечно. Ассалам алейкум. Ассалам машуэль. Дели салам машуэль. Уна демократ. Машуэль. Так, Светлана, витаю вас. Приветствую. Так, как обычно, перед тем, как начать наш стрим, я расскажу сводку с боев, потому что, как мы знаем, уже несколько недель русские контратакуют. Добрый вечер, Гриус, Леонид, всех я вас витаю, друзья. Как известно, Россия 7 октября, уже не несколько, да, уже несколько недель, это уже больше месяца получается, идет контрнаступление фашистской России на позиции ЗСУ. Как мы знаем, 7 октября ЧВК Хамас, российско-иранская ЧВК Хамас совершила ужасный террористический акт против Израиля. И 8 октября, как нам об этом сказал Гарри Табах, русские начали свое контрнаступление. То самое контрнаступление, как говорит Гарри, которое просто так не делается, за один день не подготавливается. 7-го ЧВК Хамас начали свои вот эти террористические действия, и 8-го начали. Значит, как говорит Гарри, он военный, ему это виднее, они готовились заранее к этому, потому что за сутки нельзя это все подготовить. 7-го ЧВК Хамас атаковала Израиль, а 8-го русские контратаковали на некоторых направлениях, направлении Авдеевки в частности, атаковали Украину. И, соответственно, несут колоссальнейшие потери. Каждый день около 1000 человек. На сегодняшний день, за прошедшие сутки, вот, уничтожено 1140. 1140. Обычно это 900, 980, 1000. Было 1300, по-моему, или 130, что ли. Но вот такие вот, около батальона каждый день фашистская Россия теряет. Каждый божий день. Невероятно большие цифры. И кому-то кажется, что это не влияет. На них это влияет. У России за это время накоплено огромное количество денег. И сейчас, первое время уже не скажешь, конечно, уже 2 года почти, они заливают деньгами. Они обещают деньги, дают какие-то деньги. Ну и обманом, там, зэков, как мы знаем, всех бомжей, все со всей России собрали, всех бичей, бомжей уже отправили, так сказать, почистили в их понимании свою Россию. Но это не вечно, вот это их упорство, и оно уже дает плоды, оно уже дает пробуксовки, и уже появляются много 500-х, так называемых, отказники, которые отказываются, и много дезертиров получается. Если таким макаром все будет продолжаться, то скоро будет вообще все печально. Давайте я вам расскажу подробно о потерях фашистской России на полях Украины. За прошедшие сутки, как я уже сказал, уничтожено 1140 русских оккупантов. Всего их цифра достигла 316 760. 27 танков уничтожено, 11 боевых бронированных машин за прошедшие сутки, 29 артиллерийских систем за сутки, 3 РСЗО, 20 БПЛА, 17 автомобильной техники и цистерн и 2 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине! Так, Виктор Кнаус зашел, уважает, любите, на моем великом, человек
видимо, здесь в Германии находится, Кнаус, да, что-то немецкое у него, видимо, в нике. И он мне тут пишет, что спасибо вам, что вы уважаете, любите говорить на моем великом русском языке, говорит. Виктор, ну, если бы я говорил на твоем, то, наверное, на немецком, наверное, надо было говорить, нет? А так я говорю ведь не потому, что уважить тебя, например, а для того, чтобы меня понимали наши союзники разных национальностей, которые не говорят на чеченском языке. Так получилось, что вы были империей, вы были оккупантом, и вы навязывали нам свой язык. Против языка что-то иметь, ну, в принципе, не вижу ничего обоснованного, что-то иметь против языка конкретно. А вот имперских носителей этого языка я презираю от всей души. Добрый вечер с Израиля, Геша. Шалом, Израиль. Витаю вас. Да, конечно, Израиль, задавайте вопрос. А у тебя русские союзники? Ну, у меня есть знакомые русские, которые могут разделять мои взгляды. Ну, их не так много, как хотелось бы. Если бы их было много, наверное, Россия не была бы империей. Как говорится, учи язык своего врага, это круто. Да, Америка is not оккупант. Конечно, нет. А что, разве Америка это оккупант? И ты носитель русского языка, говорит. Скажи, что ты по-чеченски. А ты поймешь, если я что-то скажу по-чеченски? Так, друзья, перехожу к вашим комментариям в YouTube. Албанец, Асламбек, Нохчи Нох, Акраман. Ну и все, кого я тут могу пропустить, друзья, вы тут много написали. Я вас всех, Георгий, всех, друзья, я вас приветствую. Мобилизация продолжается, да, усиленными темпами. Основная все правда уходит снаружи боя. Да, Адам, да, Мула. Да, Мула. Так, ты тоже из Чечени? Да, я из Чечени. Скажи, что ты... Да, Америка. Виктор, ну, не русскому, который называет язык своим, да, твой язык. Не ему говорить про оккупантов. Тебе вообще лучше помалкивать, понимаешь? Вы, ваша фашистская Россия, ваша КГБ, ФСБ и Кремль, это абсолютное зло, беспримесное зло. Большего зла на этой земле не существует, понимаешь? Я даже, знаешь, что боюсь? Я боюсь, что наступит конец света, то есть по исламской религии, по мусульманской религии. После того, как добро победит зло, будет какое-то время хорошо, там, процветание, и потом наступит конец света. Я боюсь, что вот после того, как ФСБ будет осуждена, я боюсь, что земной шар закончит свое существование. Так, друзья, я сейчас зайду в свой ТикТок, чтобы отсюда отвечать на вопросы, а как обычно мне не оттуда. Так, смотри, кто у нас тут этот Виктор. Виктор, ты за оскорбление Америки уходишь в банду. За ложь и давай, ты будешь смотреть меня по Ютубу. Так, кто здесь еще тут? Еще тут антиамериканец. Так, пошел отсюда. Бан тебе. Кто тут у нас против? Еще. Ну, давайте. Вот. Человек с ником Израиль. Они пишут, ники разные. Израиль пишут, Ичкерия пишут. И разные бреды пишут. Ты тоже в бан. За оскорбление Америки. Беги, не оглядывайся. Это кому? Ну, поехали дальше. Вашалом. Вашалом, вашалом, Акраман. Так. Акраман, умуатсон, мелуар. Адам грузинский, умуатсон. Так. Ассаламу алейкум, маршал Хульд, витаю, шановный. Приветствую, Георгий, витаю тебя, дорогой. Алейкум салам.
Шалом, Израиль Бож. Я цахит бамут. Ой, сун он хичду. Я, почему мне это должно быть стыдно? Шалом, Ола. Привет, Ола, Гасхшк. Шалом, Бог. Салам алейкум, арматладу. Привет, Гаски матладу. Хай, английский матладу. Hello, ду. Шалом, Бог, все приветствую. Дух, ишт фашисту я. Уду илаун. Уно олуйхон. Шалом, одештег аласю. Удинаун, жукч. Вина царь хасага расхш хай вино 300 тысяч ворша привет здрасте бош молила расхшанюка так шалом аль шуно дон угелон лазам цоха цо шалом но угелерцуна так ассаламу алейкум миллион ва алейкум ассалам так хабуса вежи ижи бук царь больше Адлан лидер. Но у нас стрим на русском языке. Снова с вами вот эту тему затрагивать мне уже надоело, если честно. Если вы не понимаете, что происходит. Скажите мне, Адлан, вот ты говоришь про там, евреев, там, третье, десятое. Что ты не говоришь никогда привет? Скажи мне, привет говоришь? У тебя русские убили 300 тысяч чеченцев. Ты никогда никому не говоришь привет, никогда не говоришь здравствуйте, добрый день не говоришь никому. А? Русские у тебя убили 300 тысяч. И тебя возмущает, у вас логика есть? Нет, не говорю. Валлахи говоришь. Валлахи биллаги говоришь. Хайгаз хочу здрасте, альчтим здрасте маула. Це альч ларт ахмадатис. Ну, це ол. Раз что не говорю, ты пишешь. Если ты говоришь, пишешь по-русски, значит кому-то ты говорил здравствуйте когда-то в своей жизни. Правильно же? Я не понимаю вашей логики просто. Объясните мне, если... Ваша, знаете, в чем проблема? За все это время, я уже 5 лет, уже 8 лет я здесь в Европе, уже больше 8 лет, и уже 4 больше, около 5 лет, чуть-чуть страшновато, сейчас чуть-чуть поспокойнее стал. И сейчас вас не видно. За свой народ вы не беспокоитесь, за себя вы не беспокоитесь, за себя вы беспокоитесь, самое главное. За свой народ вам плевать просто, вам пропаганду залили, и вы эту пропаганду повторяете. А теперь вы поднимаете флаг Ичкерии, чтобы показать, насколько дискредитировать Ичкерию. Поднимаете вместе с палестинским флагом там и так далее. Я не понимаю вашей логики. Понимаете? Я абсолютно не понимаю вашей логики. Или вы будете, если вы стоите на защиту, чеченцы не мусульмане, что ли? Где были ваши братья мусульмане, Хамас? Где был ваш исламский джихад, вот это палестинские террористы? Хизбалла, где это была террористическая партия Аллаха, переводится, как мы знаем. Где они все были, когда чеченцев уничтожали? На самом деле уничтожали. Где были, просто объясните. Вот и все. Так. Ну, здесь братья-мусульмане зашли, и, конечно же, они строго должны говорить матом. Эти братья-мусульмане были бы не братьями, если бы не матерились бы. Так, ну давайте дальше. Оставим этих балаболов, которые оскорбляют меня тут. Давайте поговорим в Ютубе. Недолго им осталось, Далмула и этим предателям. Далмула. Бамут, куда ты пропал? Написал? Ты прав частично. Я не частично прав, Бамут. Я абсолютно прав. Если бы я не был бы абсолютно прав, понимаешь, я бы не настаивал бы так уверенно. Понимаешь? Вот в чем вопрос. А то, что ты признаешь, это, что я частично хотя бы прав, это говорит о том, что ты независимый человек. Это меня радует, потому что здесь в ТикТоке огромное количество фабрики троллей, которые матерят просто семиэтажным матом. Причем у них самые арабские ники, самые из арабских ников. Да. Так. Америка и Аслан
зло, говорит. Джуманджи, Джуманджи. Yeah. Я на уровне Америки зло. Это нормально, делает честь. Знаешь, для кого Америка зло? Для Лубянки, для ФСБ, для России Америка зло. И если ты меня ставишь наравне, ну, я, значит, выполняю свою работу на 100%. Я доволен. Понятно. Я не уберу твой комментарий. Если ты просто Америка зло написал бы, я убрал бы. Если останется Америка зло, yeah. Так. Как будто не видишь. Почему не вижу? Все я вижу, да. ЧДП, разногласия. Ханты аюха. Цана уанды аяца, разногласия. Так. Нам, кавказцам, ничего плохого не сделала. Ни Англия, ни Франция, ни США. Зло от России исходит. Абсолютно демократ. Абсолютно. Так что, Бамут, сейчас добрался я снова до твоего комментария. То, что ты говоришь, я прав частично. То, что ты независимый человек, все, меня устраивает. У вас может быть любая позиция, парни, ногчи, парни, девушки. У вас может любая быть позиция. И ее нужно отстаивать, конечно же. Но только глупец не будет отказываться от фактов и настаивать на своем. Понимаете? Только глупец будет отстаивать. Сейчас, одну секунду, друзья. Тут поступают звонки. Сейчас я, Бамут, тебе отвечу, да. Поэтому своя позиция должна быть, Бамут, должна быть. Я понимаю, что вам не нравится, и это невыносимо смотреть эти кадры, которые сейчас происходят. Сейчас их уже поменьше, потому что уже там, по-моему, восточная часть уже зачищена, и люди эвакуировались, и уже Цахал начал соблюдать перемирие, там 4 часа пауза гуманитарная делается. Мне кажется, вот за все время, сколько в моей жизни я видел войн, ни одна армия так не воевала, вот как они сейчас воюют. При всем при том, что у армии, как у любой армии, задача в первую очередь сохранить своих солдат, а не тех, кто хочет их всех уничтожить. Понимаете? Давайте будем не над схваткой, давайте будем смотреть объективно на все. Давайте так подходить к этому вопросу, а не так, что нам Путин и российская пропаганда ФСБ сказала, давайте Израиль это зло, евреи это зло, и мы будем вот на этом стоять. Давайте не будем просто инструментом в руках российской пропаганды, пропаганды ФСБ. Северная часть. Ага, спасибо. Поэтому я понимаю, что не нравится, мне тоже это не нравится. Ну, давайте будем призывать. Мы же ничего не так не можем, и так не можем сделать, правильно? Послать гуманитарную помощь мы даже не можем. Даже себе мы не можем ничем помочь. Поэтому давайте мы не будем просто по пропаганде, не задумываясь, ложь, которую нам заливают, будем ее повторять просто-напросто. И все. А если мы... Я считаю, я уже неоднократно это говорил, что террористическая банда Хамас на день рождения Путина совершила страшное преступление, убила 1200 невооруженных людей, некомбатантов, женщин, детей, стариков. Понимаете? И вот отсюда нужно исходить. Вот отсюда нужно исходить. Исходить нужно из того, что Израиль заливал деньгами, он заливал деньгами, ну заливал, конечно, это громко, может, сказано, но выделял большие деньги для того, чтобы утихомирить палестинцев, чтобы они их не хотели убить. В чем вопрос стоит? Смотрите, я на примере с Чечней вам снова и снова приведу. Чеченцы говорили, что мы хотим жить на своей земле. И никакой земли нам чужой не нужно. России, Москве
мы в праве на существование не отказывали. Мы не говорили русским: убирайтесь, что вся Россия наша. Арабы так Палестины говорят. Затем нам Россия не давала никаких пособий, денег там, и всего остального. Она убивала наших женщин, детей и стариков. При этом наши воины ни одну женщину, старика умышленно, целенаправленно, как они, вот эти террористы сделали, никогда так не делали. Даже когда был захват Беслана, школы в Беслане, наши бойцы просили остановить убийство чеченских женщин, детей и стариков, и пытки мужчин, убийство мужчин и так далее. Когда шел геноцид. Хотя я не одобряю, я считаю, это была ошибка. Но таким образом мы показали лицо этой фашистской России. И отношение к осетинам какое было у этих русских. Понимаете? Когда они уничтожили женщин, детей. Сейчас, когда мы поддерживаем Хамас, то получается мы принимаем на себя эту ответственность. То, что русские не смогли сделать с нашими воинами, заставить их убивать их женщин, детей и стариков. Понимаете? Они призывают нас совершить этот ужасный акт. Следующее, взять на себя вот это страшное преступление. Следующее, наши бойцы никогда не сбегали. Они приходили и принимали бой и в Первомайском, и в Буденновске, и в Беслане. И если прорывались, прорывались. Если погибали, как в Беслане, больше почти все погибли. Эти же на эти большие пустые места заскочили, убили, взяли 200 человек, больше 200 человек, заложники, женщин, детей, и убежали обратно. За своих женщин, детей спрятаться. Приняли бы бой. Большая территория, много оружия, там, ну, сразились бы. Что же убегать? Зачем своих женщин, детей подставлять? Когда вам это говоришь, вы говорите: я не за Хамас, я за палестинцев. Я тоже за палестинцев. За простых людей, мирных людей. Но дело в том, что вот эти палестинцы избрали этот Хамас. И этот Хамас, он плоть от плоти этого народа. И Израилю нужно что-то сделать. Сперва давайте, если мы не за Хамас и признаем Хамас террористами, давайте признаем право Израиля своих женщин, детей, стариков защищать. Они 75 лет, мужчины, женщины служат, чтобы защищать свою страну. Что им сделать после такого ужасного террористического акта? Чеченцы, просто я к вам обращаюсь. Вот мы живем в нашей стране. Русские заскочили и убили у нас 1200 женщин, детей и стариков. Что нам сделать? А у нас есть сила. Сила есть, которая есть у Израиля сейчас. Что бы вы сделали? Честно только, ответьте сами себе на этот вопрос. Не идите на поводу русской пропаганды. Не идите, нету там религиозной войны. Нету там эти палестинские террористы. Вчера в советское время, кто не помнит, я напомню, были коммунистами, большевиками, социалистами, красными и всеми остальными. Я напомню, если вы про религиозную составляющую говорите, они дружат с Путиным, они дружат с КГБ СССР еще с советских времен. Арабы всегда были друзьями, почти весь арабский мир был другом советского мира, русского мира. Давайте объективно просто, честно, по фактам. И все, я ничего не требую от вас. Я знаю, сколько на меня грязи выливается. Но все равно я хочу услышать, чтобы вы задумались, чеченцы. Пропаганда идет огромная. Понимаете? Вы говорите про мусульмане, исламский джихад, там, Хамас, там, 3-е, 10-е. Хизбалла есть такая. Шииты. Вот религиозники, ваххабисты, 3-е, 10-е, очень ненавидят шиитов. Так вот, они друзья с Хизбаллой, с Ираном. Вы определитесь, вы за кого? За Путина, за Хамас, за Иран и Хамас? Или за справедливость? Вот и все. Здесь не так все сложно. Конфликт тоже не такой уж сложный на самом деле. Если бы сильные страны этого мира. И Израиль тоже инструмент. Инструмент в этой системе получается. Он бьется за свое право. Ну, он выгоден. Если бы захотелось бы, этот конфликт вот так решился бы.
Не хотят, значит. Значит, не хотят. Не знаю я, почему не хотят. Не знаю. Ну, не хотят. Я знаю, что можно решить любой конфликт, если захотеть. Значит, кому-то нужно, чтобы он не решался. Вот задумайтесь просто, на эти простые вещи ответьте. Готовы мы взять ответственность за то, что наши бойцы никогда не убивали женщин, детей, не подвергая себя никакой опасности. Быстро убили безоружных, убежали. И никогда наши бойцы так не делали. Готовы мы ли взять ответственность? Наши бойцы нас так не опозорили. Готовы ли мы взять эту ответственность? Мы за Хамас там. Но за Хамас сейчас немножко страшно. Потому что террористы, ну тут откровенно просто. И прикрываются палестинцами. Ну, давайте тогда разберемся. Если Израиль убивает целенаправленно женщин, детей и стариков, я это осуждаю. Вот так вы можете сказать. Я вас в этом поддержу. Если он бомбит женщин, детей целенаправленно, если там находится, а там возможно найдется, которого жену убили, мать убили, сестру убили, ребенка убили, который захочет, просто найдется плохой человек, который захочет убить женщин, кого-нибудь, ребенка, не дай бог. Это преступник, я это осуждаю. Но имеет ли право Израиль защищаться? Имеет. Имеет. Любое государство имеет право защищаться. Любое государство имеет право защищаться. Понимаете? Вот в чем весь вопрос, весь сыр-бор. Так, ладно. Сегодня смотрел боевика Борового. Это я уже от себя, Шамиль. Но много он, как обычно, для слепых говорит о правильном вещах. Но, на мой взгляд, почему не общается с вдовой своего друга Джохара, Заки Навоиш Мосты? Не ответил. Джохар не был его другом, Шамиль. А так, этот человек в моих глазах уже потерял всякую потерял. Всякую потерял. Так, религия позволяет ей сильно захотеть, Аслан. Да, ну, Адам, ну должна быть ведь справедливость, если или логика вот в том, что говорят, делают. Вот, ну нельзя же так, просто за то, что там кто-то сказал, за то, что Советский Союз нам 70 лет навязывал, что, или 70 лет, что Израиль это абсолютное зло. Послушайте Дудаева, если кто-то не сомневается. Вот этот еврейский сионизм, который абсолютнейшее зло и все творится из-за него, это выдумка, как чеченский исламизм, чеченский терроризм. Понимаете? И за то, что мы находимся в оккупации, за то, что мы находимся полностью информационной, под их влиянием информационной пропаганды, теперь чеченский исламизм везде такая марка. Вчера был это еврейский сионизм. Послушайте Дудаева. Просто вот про исламский, про чеченский исламизм Дудаев не успел сказать, потому что, хотя он этого опасался, он говорил об этом. Он опасался, что к этому нас подведут. Но он не увидел этого всего. Мы-то видим сейчас. И спросите любого вот чеченцев, которые считают, что евреи абсолютное зло, что все про все делают, всеми странами управляют евреи, все это делают евреи. Спросите любого другого, вы просто, наверное, из своего вакуума не выходили. Про вас, про нас также думают, что мы абсолютное зло, что любое зло делаем, что самые богатые это мы, любых убиваем мы, самые подлые это мы. Так ведь о нас думают. Ну посмотрите у себя дома, свою маму, своего ребенка, свою тетю, дядю. Посмотрите, мы же не людоеды. Именно такими людоедами нас представляют. Понимаете? Это не то, что ты думаешь, а то, что о тебе другие думают. Вот так вам навязали эту пропаганду. Понимаете? Самое интересное, вот мне здесь пишет Виктор напишет, сионисты, как ты к ним относишься, почитай Талмуд. Виктор, я, знаете, удивляюсь с лицемерия россиян, русских.
русскоязычных, которые пишут, как им жалко вот этих палестинских женщин, детей. Им украинских своих, вчера они братьями называли, славян, их не жалко. Чеченских россиян, которые они называли, их тоже не жалко. Грузин, их тоже им не жалко. А вот почему-то сейчас воспылали любовью, они такие лицемерной любовью воспылали к палестинцам. Там, что мусульмане и христиане, оказывается, братья против иудеев, оказывается. Оказывается, а мы-то и не знали. Хотя мы-то, мусульмане, знаем, что иудеи, христиане и мусульмане – это люди Писания. И мы не враги друг другу. И вообще, ислам по своей сути – это миролюбивая религия, если не идти далеко. Не копать там разных радикалов, там, экстремистов. Но сейчас все русские стали лицемерно стали любить мусульман. Я чеченец, который всю свою сознательную жизнь проживал под прессом этой пропаганды и террора фашистской России. Вы мне это не докажете, что вы стали за один день резко любителями мусульман, любителями палестинских детей. Пожалели бы осетинских детей, которых с огнеметов в школе вы расстреливали. Талмуд прочитай. Иди сам прочитай Талмуд. Талмуд прочитай. Как будто ты его читал, Талмуд прочитай. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Я предлагал муслим с Гарри и Ларионом, а также с Аядом и Дигом, представителями Израиля. Шамиль, у него есть, у Идигова на канале, или у нашего президиума на канале, есть интервью вместе с боевиком Боровым. Адам, пока надо банить, после первого тогда бана, а сразу не надо банить. Да, Адам, только если оскорбляют, Адам, только тогда бань. Магардуй, если оскорбляют, переходят, ну или антисемитизм, антиамериканизм, там, антиукраинизм, вот только тогда. Если там явно вот такой фашиста ты видишь. А так, я прошу, не бань, Адам. Так, друзья, я перемотаю, потому что очень много я смотрю, вы тут строчите и строчите. Асан, как ты думаешь, почему Европа, в том числе Германия, Франция, покупают энергоресурсы еще у Рашки? Англия, выйдя из Евросоюза, отказалась и не покупает. Экспорт увеличился у Рашки. Асанбек, я не знаю, если честно, покупают они или нет. Я не знаю, почему покупают. Ну, покупают, наверное, потому что необходим. Ведь долгое время находились практически зависимые от российского газа. Сейчас, правда, все меняется, но не так быстро. Сейчас мы видим, что закрываются границы. И я сегодня смотрел, что Финляндия будет закрывать. Только гражданам можно будет там переместиться. Даже у кого вид на жительство, тем уже нельзя будет. И во Франции, я не знаю, насколько это правда, тоже закрываются, что турфирмы не могут выдавать. Россия это уже со своей стороны делает. Ну, короче говоря, эскалация продолжается. Искандер, ты, наверное, по имени, я полагаю, ты татарин, да, Искандер? И у нас не было никакой чеченской войны. Это русский, это ФСБшный нарратив о том, что это была чеченская война. Чеченская война это была гражданская война, то есть как нужно русским. Ты как татарин, что сделал, чтобы помочь в русско-чеченской войне чеченцам? Скажи мне, оставь евреев и оставь Израиль. Страдают обычные люди, а элиты как ездили, так и будут ездить. Ну, Майк, не совсем так, знаешь почему? Потому что так называемые элиты,
Путин, Патрушев и около там 10 тысяч человек, говорят, если не ошибаюсь, или 1000, или 10 тысяч человек, попали под санкции, и против них выданы ордера Международным уголовным судом. Поэтому сейчас все по-настоящему. Есть противодействие, есть агентура России, есть полезные идиоты. Здесь, в Германии, есть полезные идиоты. Но при всем при этом не так, как хотелось бы России. Не так. Я понимаю твой скептицизм, что ты сомневаешься, и есть основания у нас, у чеченцев, сомневаться, очень даже. Но все по-другому. Израиль находится за 2000 километров от Чечни, а Татарстан совсем близко. Где помощь была? Телевьючик. Дело в том, что Татарстан, как и Чеченская республика Ичкерия, тоже был независимым. И мы очень рассчитывали, что Татарстан поднимется. Мы очень на это надеялись. Но посмотрев, что творится с нами, Татарстан не стал подниматься. Вместо того, чтобы нам помочь, он отказался от своего суверенитета. Но я надеюсь, они сейчас вырвутся. Да, Мула. В основном такие люди, как ты, да, спасибо, Гириус, да. Не так, конечно, как ты говоришь. Так, Волк, Маршвоэль. Основные халифатчики хотят жить в Европе, а не в Мавритании. Да, хотят жить в Европе. И знаете, люди, которые не добились ничего в жизни, им очень удобно говорить, что все кафиры, они плохие, они нам ничего не дают. Здесь получают харча. Вот мне один пишет, я тебе салам не возьму у тебя, говорит. Салам алейкум, мир твоему дому. То есть он мне не желает мира. То есть я враг для него, которого он войну, фактически он объявляет таким образом войну. Не взять салам, не взять не приветствие, фактически он врага во мне видит. Я защищаю чеченцев, я не Израиль защищаю, не Америку не защищаю. Я защищаю чеченцев в первую очередь. Это самый ущемленный народ в этом мире, это чеченцы. Мир не знает просто всего, что с нами происходит. Я пытаюсь донести до этого. И вот человек мне такое говорит. Я вот удивляюсь, он живет здесь в Европе. Я удивляюсь, как он заходит, например, получать социал. Там же может оказаться ЛГБТ какой-нибудь. Или может оказаться атеист. Или иудей окажется. А то, что там христиане, это вообще нет сомнения. И все равно его это не смущает. Он туда заходит, гутен так, гутен морган, или как он там говорит. И с ним он разговаривает. А вот со мной, который защищает его права, он не берет салам. Я не знаю, почему они не в Мавритании, почему они не в Афганистане. Прекрасная страна, шариат, все отлично. Почему они не там? Я не понимаю. Никто не устал, работала пропаганда. И по ТВ говорили, что РФ убивает террористов в Чечне, и люди верили. Да, Телевичек, совершенно верно. Война, да много Война, ты это самое тоже, пусть его пишут чуть-чуть, мата, чтобы главное не было. За мат бань, а пусть эти претензии пусть будут. Когда они высказывают претензии, это показывает активность на канале, и это еще больше распространяет наши видео. Я всех призываю, друзья, распространяйте ссылку на наш стрим. Пожалуйста, в WhatsApp сейчас прямо возьмите и разбросайте. Буквально, вот я должен увидеть, как, например, человек 50 просто выйдут с эфира, будут его распространять. Быстро должно это произойти. Но пока этого не вижу. Каждый думает, это сделает другой, а не я. Ты за Израиль, я за справедливость. Салам, я пожал твою мужественную руку. Спасибо, юзер. А Израиль прав. Так. Израиль находится в окружении недружественных соседей. Находится смертельных врагов демократ. Не просто недружественных.
И там нет религиозной составляющей. Некоторые, я смотрю, тоже на религиозную переключают. Все, мусульмане плохие. Нет, мусульмане не плохие. Мусульманин, я мусульманин. Я протягиваю руку всему миру, в том числе Израилю. Мы не плохие. Мы хотим жить в мире и созидать. Мы хотим быть полноценными гражданами мирового сообщества. Но Израиль и арабы, проблема в том, что арабы не хотят, чтобы Израиль существовал. Представляете? Ну, куда им деться? Они уже собрались, все у них там уже есть. Ну что, в море утопиться им, ну что им, Холокост заново в печах, чтобы сжигали. Этого не будет просто, понимаете? С этим нужно смириться. И уже арабы смирились. Посмотрите, как арабские страны не поддерживают вот этот конфликт со стороны вот этих террористов. Не поддерживают. Арабы поняли, многие не говорят об этом, просто молчат. Потому что никто не хочет участвовать в вот этой спецоперации ЧВК «Вагнер» по заданию на день рождения Путина, по заданию России. Для того, чтобы отвлечь внимание от Украины мирового сообщества. И им это удалось отчасти. Ведь сейчас фокус переключился на Израиль с Украины. Каждый день в Украине уничтожается, вот сегодня 1140 человек уничтожено. Представьте, сколько уничтожено. Столько в Израиле или в секторе Газа не погибает террористов. Но все равно сейчас весь мир, потому что Израиль это такое очень опасное такое место, что может взорвать весь мир. Но это не получится сейчас. Хотя Путин, ФСБ пыталась это сделать. Слава Богу, эта угроза, она миновала. Первые дни это была такая опасность. Израиль сейчас начал уже понимать, что не надо шашкой наголо бросаться, потому что Израилю нужно жить с этими арабами. И эти арабы, вот эти из сектора Газа, арабский народ Палестины, они как те 2 миллиона арабов, которые живут в Израиле, которые вы тоже не видите митингов, правильно? Вы же не видите в Израиле 2 миллиона прожило, больше, в 2 раза больше, чем чеченцев там живет в одном Израиле арабов. Вы же не видите митингов этих арабов, не видите. Потому что все прекрасно понимают. Только не понимают там тот, кто не имеет там, я не знаю, образования или просто элементарно в этой области образования нисколько не интересуется этой темой. Ему телевизор сказал, какой-то там пропагандист в интернете, что вот там надо забрать его мусульман. Вот он топит, он даже не знает, что он говорит, что он делает, он не понимает. Но это вот миновало. И там нет религиозной составляющей. Там есть чисто то, что как русский мир, очень хороший такой пример, как русский мир отказывает в праве существования Украине, Грузии, Ичкерии. Точно так же арабский мир отказывает Израилю в праве. А сектор Газа это оставшийся такой кусочек ДНР, грубо говоря. Понимаете? Вот как нужно из этого исходить. Если бы арабы в 48 году, 47 году, когда ООН сказал, что разделитесь на арабское и израильское государство и постройте свои 2 государства. Если бы арабы согласились бы, этого конфликта не было бы. Ну а евреи, они будут там жить. Это они 1000 лет живут. 1000 лет. 1000 лет жили там и живут. Может не так много, как сейчас их там. Потому что такое сионизм? Сионизм это, нам про сионизм, многие не знают даже, что это такое. Сионизм это, как я, чеченец, призывал бы всех чеченцев быть ичкерийцами и жить у себя на родине. Возвращайтесь, я кричал бы всем чеченцам в этом мире и говорил бы, давайте жить в Чечне. Вот и весь сионизм. Они говорят, давайте жить в Израиле, давайте будем иметь свою базу, свое государство, свою родину, свое отечество. Вот и все. И вся их беда, как и чеченцев беда, что мы хотим жить свободно на своей земле. Вот и все. Вот так посмотрите. Не смотрите на религиозную. Многие евреи не разделяют даже религиозных взглядов. Абсолютно демократических взглядов, абсолютно нерелигиозных взглядов. Многие евреи, я вообще очень мало видел евреев, которые плохо относятся к мусульманам.
По крайней мере, я слышу только, что все говорят, никаких проблем. И с нами, с чеченцами, с мусульманами абсолютно нормально относятся. И евреи заступались за нас. Хотя некоторые евреи были пропагандистами, как Соловьевы и всякие другие, которые помогали нас уничтожать. Но нас помогали уничтожать и кадыровцы, которые якобы чеченцы. И так далее, и так далее. Ты мусульманин за Америку? О Аллах, благослови Америку! Так, друзья, я очень много комментариев в YouTube, я перемотаю. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Мавидин. Сталин горский еврей. Не Сталин не горский еврей. Сталин наполовину грузин, наполовину осетин. Я тебе его историю расскажу. У нас принято все на евреевском. Путин еврей, там этот еврей. Да, там есть евреи. Ну, там же есть и чеченцы, я вам скажу. И Хасбулатов был вторым человеком, который помогал начинать войну против нас. Поэтому много чего можно говорить. Есть национальные интересы каждого государства. И там независимость от национальности, кто там находится. Понимаете? Разве доктора Умарова США не признали террористом? Да, говорят, признали. Донесли в список. А что? Демократ большая, для меня ты хуже, чем еврей, если ты защищаешь. Просто скажи, что ты понять, я тебе отвечу, что к чему. Лукин Галга. Так, Лукин Галга. Давай ты отдохнешь немножко. То есть навсегда, да. Арабы в Израиле очень хорошо живут. И те же бедуины, друзы служат сахал. Да, конечно, это все. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Да, да, Адам, салам ацаица. Самое интересное, Адам, когда, то есть Салам Ацевич, я его хотел уберечь от одного момента одного. Но, видимо, Бог лишает разума, если хочет наказать. Ва алейкум салам, Роман. Так, как всех беспокоит. Знаете, что самое интересное? Все это время никто не беспокоился о этих уйгурах, которых Китай геноцидит. Фактически вот там религиозный вопрос стоит. Приезжали, обучались у России, в Чечню приезжали, во время оккупированную Чеченскую республику. Обучались методу, как переделывать мусульман. Религиозный принцип они уничтожали. В Чечне ноль эмоций. В Китае ноль эмоций. Все это время никто про Палестину не говорил ничего. И как только пропаганда России начала об этом говорить, все начали как сумасшедшие говорить там, ну задумайтесь, где вы все это время были. Произошло землетрясение в Афганистане. 1000 человек погибло. Более 1000 человек погибло.
Никто, я специально выкладывал эту новость, всегда специально говорил об этом, никто не сказал ни слова. Ну, о чем вы говорите? Это вы защищаете мусульман? А? Ну, где вы собрали $100, послали в Афганистан там пострадавшим? А? Произошло землетрясение в Турции и в Сирии. Рядом все это находится. Про Турцию говорят, все за Турцию едут там помогать, какие-то деньги собирают. Про Сирию молчок. Понимаете? Дело в том, что вы подвержены пропаганде. Вам говорит пропаганда, вы начинаете об этом. И вам говорит, не говорите об этом, вы перестаете говорить об этом. Но это факты. Люди поддерживают, потому что да, совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Ассаламу алейкум, Асан. Хасбулатов предвидел из расчета своего экономической точки, что будет, как будут жить дальше. Просто многие чеченцы по сегодняшний день не видели голода. Ва алейкум ассалам, Севда. Чеченцы видели голод. После первой русско-чеченской войны у нас фактически была полная экономическая, информационная блокада. И у нас фактически начался голод. У нас было очень тяжело. Вы многого просто не знаете. А Хасбулатов это предатель чеченского народа, который самое трудное и самое ответственное, точнее, самое ответственное время предал чеченский народ. Вот что сделал Хасбулатов. Садех Калош, ты доказываешь этим фабрики троллей. Спасибо тебе, Баркалон, но ты им не докажешь. Они не будут слушать тебя, они будут, у них они на задании. Им задача вот, забивать вот, эфир. О Боже, храни Америку. Совершенно верно. О Аллах, благослови Америку. Еще вопросы? Бизнесмен. Кто бы что ни говорил, но Израиль это великое государство и пример для подражания не только в военном плане, но и во всех других смыслах. Я считаю, что ты абсолютно прав. Израиль сделал то, что нам, чеченцам, еще предстоит сделать. И мы это сделаем, да, Алмула. Да, Асан, зачем ты его заблокировал? Я хотел с ним пообщаться, где и что он себе представит, кто его мать, откуда она, раз он что-то против евреев, что-то имеет. Пусть докажет, кто его родила. Все, Егорский, он уже все. Он уже в небытие дел. Асан, я удивляюсь. Сегодня наплыв ботов, которые давятся собственным ядом. Да? Я вам самое интересное не рассказал. Как мы знаем, наш президиум был с 12 по 14 на конференциях в Польше, в Варшаве и в Брюсселе, в Европарламенте. Была принята резолюция, была принята очень важный документ. И самое интересное, что потом произошло, Аяд Эдигов начал выкладывать фотографии, текст вот этого меморандума, который был написан многими странами, представителями многих стран, которые присутствовали на этом постсоветского, даже Варшавского договора, постваршавского договора страны, которые там Польша, страны Балтии там, и так далее. И Facebook
Вот это все блокирует. Я перепостил его, то, что он укладывал у себя, я на свою страницу перепостил. Facebook это все удаляет. Представьте себе. Вы можете себе это представить? Просто это взорвало все их планы, которые Россия уже построила, что Чеченская республика это такая Илья Пономаревская вот эта деколонизация, которую сейчас они тут изображают. И эта вся система рухнула. И теперь они задействовали даже Facebook. Можно подумать в меморандуме какое-то слово, которое не устроило, допустим, Facebook. Да, такое бывает. Но в таком случае Facebook говорит, вот здесь вы неправильно написали. Причем этот меморандум написан очень сдержанно, очень грамотно. И самое интересное, просто фотографии, где есть Аят Эдигов, Осман Баматгириев, наш посол здесь в Германии, Чеченской республике Ичкерия. Вот этих людей везде удаляются просто. Вы можете себе представить? Вот вам, а потом мы удивляемся, почему не видно, не слышно, потому что удаляется. Все блокируется везде всячески, как и наш канал, как и канал Мусы Таипова, как и другие каналы, которые реально работают против фашистской России. А тот, кто не работает против фашистской России, является симулякром, вот у них нет никаких проблем. Просто представьте себе, я сейчас найду эту страницу, я зашел, перепостил все у Аяда Идигова, спасибо, Телевичек, перепостил это все от Аяда Идигова. И потом зашел снова посмотреть у себя на странице Facebook, и ничего нет. Думаю, ну как, я же перепостил. Захожу на ту страницу Аяда Идигова, смотрю его, смотрю перепост. Там написано, что сделан перепост. Смотрю, кто сделал перепост. Я один сделал перепост. Вот первый я как увидел, сделал перепост, и я там только один пока. Да, я есть, что я сделал перепост. Захожу на свою страницу, там нету того, что я перепостил. Самое интересное, убрали фотографии, где находится Осман Баматгириев, Аят Идигов и этот меморандум. Представьте себе, вот просто нету. Просто нет. Видимо, я так полагаю, Аяда Идигова и его страницу в Facebook они занесли куда-то в черный список. Вот я опять сейчас смотрю, нету этого всего. Вот нету. Нету. Спасибо, Телевичи. Спасибо. Это говорит о том, друзья, что мы все делаем правильно. И реально кого боятся, так они боятся правды. Больше, чем пуль. КГБ СССР боится правды, слов правды. Боится истины. И сегодня единственная наша легитимная власть является власть в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Мы все это должны четко понимать, друзья. Если мы на самом деле боремся за свою свободу и за свои права, вот, а это люди и представители орган нашей власти, которые реально борются, реально являются ненавистным фашистской России. Вот. Хотел вам об этом рассказать, чтобы это осталось тоже, как они мешают. Вот так они нам мешают, друзья, всячески. Всячески мешают. Так, давайте дальше. Расскажи про Ваху Арсанова. Акмал, я мало что знаю про Ваху Арсанова. Да, лазват обалдольца. Вах Арсанов был нашим вице-президентом. Был нашим вице-президентом. И был убит очень жестоким образом. Он и его сын. Ваха Арсанов оказался в руках русских террористов и их пособников. От него требовалось поехать, как вице-президенту, от него требовалось поехать в Европарламент и там выступить, сказать, что Аслан Масхадов президент, это
зло, что это не выбор чеченского народа, а он как вице-президент готов там возглавить там республику и так далее. Фактически вот стать, ну или же, наверное, не стать, не сделали бы его, ну хотя бы ему нужно было. Он отказался. Как рассказывали мне, его сын, который проживал, по-моему, тогда в Баку, молодой человек, вообще малолетний человек, 16-летний, по-моему, несовершеннолетний даже он был. По-моему, я могу ошибаться, конечно. Его паспорт спрятала его мама, что ли, или бабушка, чтобы он не сбежал из дома. Он нашел этот паспорт, взял этот паспорт и с этим паспортом вернулся. Он был задержан, когда пересекал границу. Его привезли к отцу, вместе на глазах отца его также пытали. Их решили казнить, но он отказывались, очень сильно их обоих пытали, их решили казнить. И тогда Ваха попросил казнить его первым. Сперва казнили его сына на его глазах, отказали ему в этой просьбе, и потом казнили Ваху. Очень жестоко расправились с ним, с его сыном. Никогда Аваха и его сын, который поехал спасать своего отца, останутся навсегда в истории чеченцев героями, а все их убийцы и Богом будут покараны. И дал мула. Законом будут покараны. Дал мула. Это трудная такая история, так тяжелая история, которую мне рассказывали, и она очень-очень тяжелая. Очень. Да, лазват обал дуальхцель. Но этот человек навсегда свое имя вписал золотыми буквами в историю нашего народа. Ему всего лишь 2 слова нужно было сказать. Спасти себя и своего сына. Просто сказать, да, Масхадов там, бандит, преступник. Эй, что думаешь о войне Азербайджана с Арменией? Думаю, что справедливость восторжествовала, и Азербайджан занял свою территорию. О чем говорил тогда Басаев Шамиль, если вы помните, когда его сказали, там Азербайджан проиграл. Нет, он сказал, не проиграл. Слова Шамиля оказались пророческими. Не проиграл Азербайджан. Что думаешь? Так, Израиль, Хунцеуит Туамба. Ты мне, что ли? С экрана текст цаюешь так. Так, я поддерживаю. Он поддерживает Маоис. Я не поддерживаю Армению, я поддерживаю справедливость. Азербайджан прав, как и Израиль в данном случае. А что думаешь про Хамас? Хамас террористическая организация. Так, Израиль дух Езуаса. Израиль сумца Исум Ичкери Ез. Так. Всем судья, спасибо, Телевич. Всем судья Аллах Асандал Алш Дуэлу Амин Зама Амин. Амин. Всем судья Валлахи из Таган Вацкис Вах Винахца Вин Бейхш. Да, вице-президент он был. Вице-президент он был. Не премьер Аслабек, а вице-президент был. У нас, как в Америке, президент и вице-президент. Там они сегодня думают, они его убили. Они его убили, и на этом все закончилось. Они земные блага получили, посты, должности, там, деньги и все остальное получили. Но они убили не просто какого-то чеченца, они убили должностное лицо, высшее должностное лицо. И это вызов, брошенный чеченскому государству и чеченской нации. И за это спросит чеченский народ, чеченская нация, чеченское государство. Как только мы установим свою власть, мы всех спросим. Дал мула, цаамули тарвац, дал мула, дал ницлоэр хуэн.
Нисуанс, справедливость. Нисуанс vai цадой бардак решен на историю, на века. Нисуанс дерздади штуар. Нисуанс, законс. Хильмадизза бугболш. А я зинадолш киехта иштхалди штуар. Аса Израиль, так, ладно. Салам, Аслан. Я наткнулся на видео, где Дудай очень лестно говорил о евреях-израильтянах. Салам, Эльдар. Да, Джагар очень уважительно относился к евреям. Кадыров, Лорд и прочие типичные хамасники. Конечно, есть ЧВК Хамас, а есть ЧВК кадыровцы. Они все финансируются, вооружаются из террористической банды ФСБ ГРУ. Почему чеченцы в России забыли все зверства РФ и сейчас воюют в Украине? Тель-Авивчик. Это большая, долгая история. Я много раз об этом говорил. Позор всем, кто воюет в Украине. Они не только против Украины воюют, они против своего чеченского народа воюют. Они убивают чеченцев за то, что не хотят жить под оккупацией фашистской России. Да уж. Так, честно, Вавасла, ты вечер, да? Так, сколько у вас пропагандистов здесь? Ну вы даете вообще. Потому что мы федерация. Волк, федерация Амухуля. У нас свое государство. Ты о какой федерации говоришь? Волк, хочу у вас, короче. Дычу вообще. Федерации. То. Федерации нет, есть оккупация. Оша, ты что-то попутал, дело. Нету, у нас свое государство. Понимаешь? Это как сейчас Украину захватить и сказать, это часть России. Но то же самое произошло. Просто у тебя не хватает еще понимания, осознать. Да, Алмуасан, все ответит исполна. Да, Алмуа. Некоторые братья мусульмане призывают бойкотировать израильский. Как вы думаете, это поможет Палестине? Я думаю, это никак не поможет ни Палестине, никому. И все, это скоро закончится еще месяц-два, и все это будет закончено. Просто Израиль немножко станет больше, с выходом еще чуть больше к морю. И все, и закончится это все. Если так, почему у Ичкерии был паспорт России? У Ичкерии никогда не было паспорта России. У нас были советские паспорта, в которых был поставлен штамп о том, что мы граждане Ичкерии. Кто хотел, мог прийти и получить этот штамп в паспорт, что он гражданин Ичкерии. Дело в том, что это сложный такой юридический момент, который, наверное, ты не поймешь, если ты задаешь такие вопросы, ты просто абсолютно не в теме. Дело в том, что паспорта и деньги напечатаны у нас лежат в Мюнхене, в банке. Деньги лежат в Мюнхене, и паспорта, по-моему, в Великобритании. Так, подождите, этого террориста уберем, пособника террористов, да? И дело в том, что если мы выдадим паспорта, а у нас были только советские паспорта, то это никак не помогало нашему народу. Паспорт дается для того, чтобы он приносил тебе какую-то пользу, чтобы ты мог передвигаться, не просто тебя идентифицировать, но еще какую-то тебе пользу приносить. А если в мире не признана Ичкерия, и мы бы показывали бы этот паспорт, ну то
нам говорили бы, этот паспорт недействителен. Таким образом, в глазах многих чеченцев Ичкерия дискредитировалась бы. Понимаешь? Они говорят, ну зачем мне такой паспорт дискредитировался бы? Понимаешь? Вот такая вот ситуация. Так. Очень много чечен в то время лечилось в Баку. Алиев лично распорядился в то время. Да, Азербайджан нам помог. Израиль освободит палестинцев от Хамас. Я знаешь еще что думаю, Тель-Авивчик? Я думаю, что Израиль немножко увеличится. Эти арабские палестинцы будут в скором времени гражданами. В скором времени гражданами Израиля. Ну, кто не уедет. Ва алейкум ассалам, Оманси. Так. Марцагон, Бохтин, еврейский. Вот, да, еврейский увы. Нормально нос, да. Потихонечку становлюсь евреем, да, уже нос у меня еврейский, да. Баку выдавали наших ребят, говорит Борс. Да, Борс, это тоже было. И Баку выдавал, и Грузия выдавала, и Украина выдавала, все выдавали. Израиль мощь, говорит, паранормал. Обычные палестинцы так приезжают работать и лечиться в Израиль. Вот что у вас новая фишка появилась, Шнобель у меня еврейский. Может все-таки грузинский, да, или чеченский? Может, на сегодня на хлеб уже заработал. Ты мне или троллям это пишешь? Мне никто не платит. А так, мне человек с арабским ником пишет, что я еврей, у меня нет ничего чеченского. Ты араб, понимаешь, ты бедуин, да он. А ты мне говоришь, я тут за чеченцев топлю сижу, а ты мне тут рассказываешь, что я не чеченец, да? А ты араб, ты бедуин, понимаешь? Вся проблема в том, что у вас бедуинов у нас слишком много развелось. Вы бы хотя бы по-чеченски не говорили бы, бедуины. Говорите на своем бедуинском. Оставьте нас, чеченцев, в покое, пожалуйста. Ты за Израиль или за Палестину? Я за справедливость. Касана, хай, фантазия, счастье, айни, да? Привет тебе, брат, из Латвии. Витаю, Латвия. Витаю, приветствую. Бедуины, кстати, пошли против Хамаса кровной местью. Хамас убил одного из них 7 из 10, 7 на 10, 7 октября. Да, ну, бедуины я так, не оскорб... я
бедуина прошу не обижаться, да. Хауй бусал. Анасик, вот вы мне тут рассказываете, что вот вам флаг не нравится, там Израиль вам не нравится. Чуть-чуть я поправлю. И вы говорите, флаг не нравится, Израиль не нравится. Давайте я уберу флаг. Давайте, вот кто из вас готов, чтобы я убрал флаг? Но одно условие. Вы вместе со мной будете проводить стримы, вы будете вместе со мной, откажетесь от всех своих родственники от вас откажутся, всех их дома пытать будут. Все будет нормально, но вы будете вместе со мной. Я вот из-за уважения, один хотя бы объявитесь, давайте. У меня уже раскручен канал, там будем работать и так далее. До конца, только нужно, чтобы до конца, чтобы вы мне верные, надежные союзники стали. Давайте. Где вы там? Просто не обращай внимания, дуть нах щемнение эль ищ хок китер бать. Ищем тролльщущ. Понимаете, это не просто люди, которые заходят. Не может чеченец, нормально, адекватный чеченец, зайти и писать мат-перемат. У них есть фабрика троллей. Фабрика троллей находится в Адыгее. Яблоновского есть такой поселок. Там она находилась сейчас, если не перенесли они ее. И еще там же, еще одна находится фабрика троллей. Также находится в Чеченской республике. В каждом отделе полиции, там их вот этих бандах их ментовских и других, есть 2-3 человека, которые все время пишут, сидят вот здесь, строчат, пишут вот эти вещи. Плюс появляются, конечно же, полезные идиоты, которые начинают их тоже поддерживать и так далее. А так, в основном вся работает эта фабрика троллей. Потому что реально этих людей здесь нету, это фейки, их не существует. Потому что вот за эти 4,5 года я не видел этих людей здесь. Они никогда не защищали чеченцев, они никогда не защищали чеченский флаг, ни чеченский герб, ни чеченские права, ни чеченских людей. На митингах их нет, нигде их нет. А вот сейчас они появляются. И самое главное, они пишут семиэтажным матом. Нормальный чеченец никогда не будет писать семиэтажным матом, даже там за всякие большие оскорбления. И постоянно мне угрожают. Я сейчас выйду, я сейчас выезжаю, я уже это. Ну и тоже говорит о том, что это несуществующие люди. Вот видите, про фейки сказал, появился вот еще один фейк. Так, спасибо еще раз за подарки. Если ты так думаешь, почему мы живем в родине? Ну, в смысле, почему мы живем в родине? Потому что твоя страна оккупирована. И там сейчас управляют, есть российские законы. Вот вам сейчас нового гауляйтера назначили. Вы думаете, это Кадыров? Нет, это начальник, главарь банды УФСБ по Чеченской республике. Забыл его сейчас фамилию. У меня вот все запоминаю, с фамилиями я всегда путаюсь. Назначен новый за место Кочнева, предыдущего террориста. Назначили нового. Все, что вам он скажет, начальник УФСБ по Чеченской республике, вы все это должны выполнить. А то, что ты дома живешь, ну, живешь, ты... Нас всех не истребляют, потому что есть на земле Америка и Англия. Русские ни одного в живых не оставили бы, если бы не было бы Америки и Англии. Еще в 1944 году нас все бы закончили бы. И сейчас бы закончили бы, если бы не было бы Запада, Америки и Англии, которые там не дают им это все сделать, понимаешь? Как хотелось бы им во всей красе себя показать, не дают. Ну и, конечно же, это всего лишь причина Америка, Англия, а так воля Господа нашего, только по его воле народ может исчезнуть. А то, что ты живешь бесправно. Мычао. Волк 11. У тебя нет никаких прав. Вот у меня здесь в Германии есть права. Я не гражданин Германии,
и у меня есть права, которых нет у тебя. Понимаешь? Здесь собаки больше прав, чем в России у людей. Понимаешь? Вот в чем отличается. Конечно, и на зоне живут, и в карцере живут люди, каждый, и в заложниках люди живут. Всякое бывает. Очень много кадыровцев. Что ж с ними делать будете? Мы что-нибудь придумаем, Гоголь. Персона. Американский. Байр хундилан бас. Цаба, дух бах, куча. Мавати, куча. Дуня ангванда иш дум цамат, том кучу вян. Аса я не угрожаю, вайц, башт бош хилар, хар хир мадацер. Да, совершенно верно, Волк. Если бы люди, перешедшие на сторону России, не перешли бы на сторону России и не убивали бы чеченцев, то Россия бы отступила бы. Но так получилось, что Ахмад Кадыров, который был муфтием, другом, надежным человеком Масхадова, оказался предателем. Ямадаевы оказались предателем, оказались Даудов предателем, оказались, ну все, кого ты вот видишь сейчас там, все оказались предателями. Вчера они воевали, сражались там, кто там, Хамбиев, министр так называемой обороны, все оказались предателями. Вот если бы эти люди не перешли бы на стол, Хасбулатов, Заугаев, ну, дух буквы шбийцвай, да, если бы эти люди не оказались бы предателями, Россия не смогла бы установить у нас ту власть, которую она сейчас установила. Понимаешь? Россия поставила Кадырова, Рамзана или Ахмада сперва не потому, что она так любит чеченцев, или Ахмад Кадыров такой заслуженный человек. Или не потому, что Ахмад Кадыров убил 300 тысяч чеченцев и сказал, берите Чечню. Нет. Ахмад Кадыров, конечно, внес большую лепту, но он не самую большую роль там, не самую главную роль играл. Играла русская армия и играла террористическая банда ФСБ по геноциду чеченского народа. А Кадыров Ахмад был всего лишь инструментом. Если бы эти люди почему были назначены? Потому что для Запада нужно было показать, что это внутричеченский конфликт. Именно поэтому это называется чеченская война у них. И здесь на Западе это тоже подхватывают некоторые и неграмотные или же пособники русских. Подхватывают этот тезис и говорят, что это чеченская война, то есть гражданская война. Не было никакой гражданской войны. 400, больше 400 лет идет русско-чеченская война. Больше 400 лет идет русско-чеченская война. Тогда еще не было никакой Америки, которая там, они говорят, якобы Америка все делает и так далее. Нет, мы боремся за свою свободу. Если кому-то выгодно нас помогать, нам помогают. Кому-то невыгодно, нас оставляют. И Россия показала Западу и поставила вот этого Кадыровых для того, чтобы показать миру, что они ни при чем. Они тут, есть часть чеченцев, которая хочет быть с Россией. И вот эта часть чеченцев возглавила сейчас Чеченскую республику. Вот и все. Мы будем жить в мире. У нас никаких проблем с друг другом нет. Но все предатели, кто предал свой народ, с ними я лично жить не буду никогда в мире. Никогда. Если нахожусь под их оккупацией, да, я вынужденно соглашусь, то, что мне нужно делать для сохранения своей жизни. Но если я не нахожусь в оккупации, я должен говорить. Каждый из нас должен говорить. А тот, кто находится в заложниках, в оккупации, они должны, конечно же, молчать. Они не должны еще догархать от цер. Шаты без. О, гу ади цацан, люштала, томасана, люштала, толит. Ну шо ати? Шай догарца хочешь. Вот и все. Мы будем жить в мире, когда уйдет фашистская Россия. Вот так мы будем жить в мире. Слава Ичкерии, настоящего спасибо. Героям слава, Виталий. Ты вернешь Чечню? Конечно, я вернусь в Чечению. Обязательно. Ва алейкум салам, Альберт. Россия несет в этот мир только зло. Совершенно. Ва алейкум салам, Амза. Мы соскучились, что.
Вы устраиваете голосовые чаты? Да, но не сегодня. Да, Лановчик. Так, секрет 07, ты уходишь, Дион. В бан, Дион. Если написал бы Америка, Израиль и Аслан это зло, то ты сохранился бы. А если просто Америка, Израиль, то это бан, Дион. Так, у России положение номер 8 в данное время. Что это за положение? В Америке ортодоксальные евреи поддерживают Палестину. Ну и что? Ты тут, и я тут, да. Да. Вот такие вот вещи, друзья, творятся. Я возвращаюсь к тому, что происходит у нас тут на Фейсбуке. Наш президиум правительства, возобновил свою работу. И уже все, и мешает, все, полностью началось. Facebook все блокирует. Представьте, Facebook этот Цукерберг, давно у меня вызывает подозрение, что он помогает вот этим. Хотя Facebook уже запрещен на территории, по-моему, запрещен на территории фашистской, все равно продолжает. А сам Facebook блокирует? Да, Майк, да, Facebook блокирует. Ну там знаешь, как может быть, я сейчас полностью на Facebook винить я не могу, еще разберутся, наверное, будем писать, выяснять. Может, я Дайдигова в бан какой-нибудь, серый бан какой-нибудь занесли. И что вот я перепощиваю то, что у него есть, но оно не светится. Как было, например, они же хитрецы эти, КГБшники, ФСБшники. Как было, например, ФСБ передала информацию СБУ, что какие каналы нужно заблокировать. СБУ передал информацию ФБР. Задумайтесь просто. СБУ передает ФБР, и ФБР блокирует аккаунты, YouTube каналы некоторые, которые якобы распространяют пропаганду. И их задвигают там в черный бан. И тогда наш канал постоянно, каждый день отписки идут там, просмотры, и сейчас то же самое началось. Некоторое время, несколько месяцев мы продержались. 2-3 месяца было неплохо так мы. Хотя еще мы в сером бане, нам еще монетизацию не включили, там на территории фашистской России канал запрещен, YouTube канал. Но более-менее так, вздохнул канал. Опять сейчас начали, сейчас опять списывают, опять и в Фейсбуке начали. И все из-за чего просто, посмотрите. Аят Идигов, Осман Баматгириев поехали в Польшу, там конференцию провели, поехали в Европарламент, там приняли меморандум, там выступили, там поговорили. Все, началась атака, все, гибня трясется. Вот и делайте выводы. Почему никого больше не запрещают? Вот те деятели, которые изображают из себя Ичкерию. Почему их никого не блокируют, не запрещают? Наоборот, их раскручивают, там показывают. Задумайтесь, есть над чем подумать. Тогда это означает, весь мир против чеченцев останется. Нет, Майк, против чеченцев фашистская Россия, террористическая банда ФСБ и ГРУ. Вот кто наш главный враг. Все остальные могут быть как пособниками, которых используют в темную, которые не ведают, которых используют за деньги, беспринципные просто сволочи. Всякое может быть. Но враг является террористическая банда ФСБ. Запомните, чеченцы, когда меня не будет, вам мало кто это скажет. Вы будете Кадыров говорить. Кадыров это пешка, это инструмент. Он никто. Враг ФСБ. И Израиля тоже. Израильтяне тоже запомните.
7 октября на день рождения КГБшника Путина вас убили 1200 человек. Не забывайте это. Я знаю, что вы и так не забудете. Но напоминаю, не забывайте, кто стоит. Отвлечь внимание от того поражения, которое они несут сейчас в Украине. Они решили разжечь пожар мировой революции, так сказать. Ничего из этого не вышло и не выйдет. Медленно, но верно будет фашистская русня раздавлена. Дал мула. Дал мула. Слава Ичкерии, героям слава. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Так. За ФСБ сказал, и тут вылез с арабским ником какой-то чувак и начал оскорблять. Как я вас выявляю, а? Девочки, да. Да, брат, 1400 рашка, мы знаем. Нет, Альберт, сейчас 1200 была информация. Ты, уже, нет, ты третий говоришь 1400. Я тоже слышу 1400, но подсчитали, вот позавчера была последняя информация, что 1200 погибших. По сравнению с тобой, Путин красавчик, говорит. С французским флагом человек, между прочим. Путин для него красавчик по сравнению со мной. Ну, я делаю выводы о тебе, делаю. Ахмад Силас, да. Ичкери, мечаю. Ичкери, дак чаю. Путин гнида, говорит, Некст. Вот с Некстом я согласен. На территории РФ все запрещено, кроме ВКонтакте и Одноклассники. И Телеграм еще это забыл. Ну, это одно и то же, в принципе, ВКонтакте, да. Я в Тель-Авиве, все видно, тут с первого источника. Ясно, Альберт. Ну, хорошо, 1004. Я просто видел в новостях, передавалась эта информация, и зафиксировал ее для себя. Ну, если вы настаиваете, хорошо, в сути не меняет, колоссальные просто, огромнейшие потери просто, но, конечно же, если 1400, нужно говорить 1400. Шнекс, ты спрашиваешь, сколько убили там сионисты и так далее. Речь ведь не о том, что кто больше убил или меньше убил. Речь о том, что убили целенаправленно. Вот зашли, вот безоружных уничтожали просто. Вот, женщин, детей, вот просто расстреливали. Я видел некоторые видео, очень ужасные видео. Очень. То, что ответная реакция идет, да, сейчас больше уже палестинцев погибло. Да, это так. Ну а что делать теперь? Вопрос-то в любом случае с Хамас вопрос будет решен. Нравится это кому-то или не нравится. Резали на куски, спаривали живот. Там ужас что было. Я видел некоторые видео. Это ужасно. Трупы видел. — 1480. Ясно. Хорошо, зафиксируем эту цифру. Почему удаляют мы записи? Что, правду нельзя говорить? Я не удалял той записи, Борис. Ты генерал? Конечно. Каждый чеченец генерал. Наш Джахар так говорил. Каждый чеченец генерал. Убивали, не разбирая, евреи или мусульман. Да, это был чистый акт геноцида. Совершенно верно. Уничтожали все. Ахишка. Ахишечка. Куди що? Умадуй. Aslında Şii o bيحكي وعتمك. Çaborz, مقدر ألم نيستك ألوي. ده حاجة إسرائيل أحشلوشة لهتش بريش. تا شو ميريولش تا توامبوش. شو بيحقن أتارش بيان. بيتش خنات أتويتنا رياكتيو هينز دياشتega da Şii هينز نيسيات إسرائيل.
Ну, цуна ответ далиш мой, зудри беждай анисиат Израиль. Неразборчиво цубомнашиат анисиат Израиль. Ну, ши чубехта, ши 1480, бохка, бин был нах байтнаш, юхбайт, бакомаюй, нисуан схиливай. Просто так вайн, цабизер жукти я вайн арбой близкий бараль. Сунам бац, вай дойш бицахет был арбой, абсолютно сунам бац уж близкий. Но сун нису ю близкий, сун нисуан сусуа. Ишбой ас бо, жикчка боас, дюч аш усуа. Правила обычаи ведения войны соблюдать, е бог, ты бог, но ца нису хельма изи гумантя. Иду ас бог, ты шо? Бехки уал диской, иду квай бо, кицау мадат. И жукти у автоматически и бехки у. Хар арбу автоматически хар нису. Нет, так это не работает. Иштхалищать. Нису зудющала, и жуктияла, и ногчияла, и арбуяла, биедадет, и зудью. Невооруженный уж, и бердала, берду, и диищать, бусал айдляять, международный правитять. Цана правитять. Тера ин специально провокацию есть. Отсюда киет неизвой. Специально дин зулам питан дуис. А теперь что сделал? Я, извините, перешел на чеченский. А теперь что сделали? Русские что сделали? Организовали вот эти Хамас, не получилось разжечь мировую войну, и теперь русские открещиваются. Нет, никакой Хамас, никакой Палестина нам не интересно. Вот какую они сделали. Ну, Хамас больше не будет. Хамаса больше не будет. Хамас взял в заложники даже младенцев. Да, там 10-месячный ребенок есть. Самый младший. Ты работаешь на Америку? Нет, я работаю на его величество, господин чеченский народ. Американский еврей, как ты? Ну, не американский и не еврей, ну, нормально, спасибо, что беспокоишься, да. Так, ты, Асан Абуди, ты неправильно написал вот первое слово. Ну, я тебя забаню за то, что ты на Америку. Хауэл шнекс мет. Хауэл, ты в трудном положении, понимаешь? Ты находишься под пропагандой. Сделай что-нибудь для своего народа. Перестань помогать русским пропагандировать их ложь. Вот видите, началась война в Израиле, и сегодняшний опять стрим, очередной уже стрим, мы больше говорим не про Украину, а говорим про Израиль. Вот чего добился фактически Путин, фашистская Россия. Потому что мочили русню, и русня теперь отвлекла внимание, и теперь идет по-другому все. Я чеченский еврей, у кого есть проблемы, ждем тут в Израиле. Альберт, ты из Грозного? Альберт Худайнатов. Израиль поддержал Украину, поэтому Россия решила поддержать террористов Хамас. Израиль поддержал Украину. Нет, муж, не так. Это отмазки дело. Россия всегда выпестывала, выкармливала, взращивала террористов вот этих Хамас. Муслим, ты можешь приехать и подушить Леон. Хэм, у тебя классное имя. Классное имя. На Петю похоже. В Беслане было около 1000 детей заложников, а по телевизору говорили 200. Да? Да, и Грозненский. Супер. И Хамас, и Фатх. Лезгины с России. Бедные лезгины. Так, Алекс, ты тоже у нас. Классное у тебя имя. Это, наверное, то жизненное кредо, да?
То, что сделали в Дагестане, позор. Это провокация была, запомните, это специально сделано было. России нужно было отвлечь внимание и нужно было взбудоражить людей и сказать, ах, вы хотите поддержать Палестину? Ну вот, смотрите, Палестина, Израиль, Украина, это заодно. Хотите отомстить за Палестину? Езжайте в Украину. Вот так они провокацию делали. Плюс дискредитация кавказцев идет, дагестанцев в частности идет. Показать всему миру, да, что мы являемся антисемитами на Кавказе и так далее. Это не так. Это не так. Это было сделано, чтобы снести Меликова, но ничего не получится, не получится. Это неправда. Это неправда. Я, знаете, что скажу, я немножко проанализировал, немножко больше информации получил по этому поводу. В России как бы дестабилизация обстановки, есть такие деятели, как Пономарев, там, 3-й, 10-й, которые сейчас осели в Украине и создают симулякры. Есть какие-то русские батальоны у них, какие-то там ичкерийские, вот, правительство, так называемое правительство Закаева, то, что даже герб у них фейковый, не настоящий гербом, не настоящими атрибутами государственной власти. И они изображают, что они там нападают на Белгородскую область, там, ну, реально заходят, там, 2-3 раза шмальнут и возвращаются обратно. И как будто да, и на Западе, и в Америке, там, чтобы понимали, что идет борьба там и так далее. Ну, русских это устраивает. Понятно, что не настоящая диверсионная группа это лучше будет. Лучше это пускай будет фейковая группа, которую ты контролируешь, ты дашь ей убить там 10 человек своих, они вернутся обратно, и вроде бы и операция сделана, и овцы целы почти все, и все как бы осталось на прежних позициях. Как бы ты контролируешь эту ситуацию. Вот Пономарев изображает из себя такого деятеля, что вот он борется с Россией. Я абсолютно не доверяю Пономареву. Я считаю, что этот человек исполняет роль, как и Невзоров, и другие деятели. Они изображают роль, они симулякры создают. Так борьба идет. И вот нужно было создать какое-то там волнение на Кавказе. В частности, речь шла о Дагестане. Не самый подходящий регион для того, чтобы начать волнение. Но вот планировалось так, что вот там раскачать ситуацию, там 3-е, 10-е. И вот он показывает на свою полезность, свою там какую-то нужность. И вот происходит событие в Израиле, нападение, там это, 3-е, 10-е, потом и ответная реакция Израиля. И в этот момент Пономарев и через своих там разных деятелей, которые, ну, симулякры, на самые настоящие симулякры, они начинают демонстрировать антисемитские вещи. Их подвозили на автобусах, этих людей. Мы знаем, какая ситуация на Северном Кавказе, фашистской России в целом, в Дагестане в частности. Мы все это прекрасно знаем. Там невозможно вот так собрать толпу. Огромное количество людей там бритые. Обратите внимание на видео. В основном, а в Дагестане очень, если поддерживать там Хамас, то это должны быть религиозники. Но это почему-то там бородатых вообще почти нет. Это говорит о том, что это титушки, агентура ментов, там военных и так далее, которые просто переодеваются в гражданку и уходят и наводят суету. Ну и плюс полезные идиоты. Сообщается, что сбрасывается информация для полезных идиотов, что везут военных. У меня была такая информация, мне сообщили, что везут военных, израильских военных, на лечение в Махачкалу. Это само по себе анекдот. Ну, неважно, для необразованного там полезного идиота это тоже информация, которая подстегнет его к действию. Плюс тебе подгоняют автобусы, 3-е, там, 10-е, и вот эти люди уходят и начинают там совершать какие-то действия. По ним никто не стреляет. Аэропорт режимный объект. Нужно создать такое же движение. Таким образом, Пономарев, авторитет Пономарева в глазах там, Украины, Запада должен, по идее, вырасти. Он смог, и там есть «Утро Дагестана», у них там какой-то канал, как и «Утро февраля» самого Пономарева. Это тоже, все это гибня, абсолютно стопроцентная.
Я в этом нисколько не сомневаюсь. Ну, на Западе вроде бы как бы он показывает свою какую-то работу, что вот он, видите, я борюсь, борец такой. И его как бы должны акции как бы вырасти по логике, да, как они предполагают. И вот таким образом достигается результат самого Пономарева. Вот этих людей. Там есть батальон из 2-3 человек, по-моему, имама Шамиля. Человек, да, это был имам Чечении и потом уже Дагестана, который сдался в плен русским и завещал дагестанцам не воевать против России. Вот создается батальон имени имама Шамиля. То есть в Украине создается заранее батальон, который сдастся в плен, и все нормально. Никогда вы не увидите, чтобы чеченцы под знаменем 25 лет сражались под знаменем имама Шамиля, называли свои батальоны имамом Шамилем. Почему? Потому что он сдался. Сдался в плен. Все, на этом все его 25 лет усилий ушли в песок. Вот мы, чеченцы, это так видим. Когда Зеленский стоит на фоне этого мемориальной доски имаму Шамилю и говорит, что вот там, туда-сюда, там, не произнося слово ни ООН, ни там, про слово чеченец. Я не знаю, аллергия, наверное, у него на слово чеченец. Мы, чеченцы, понимаем, что это фейк, это фигня все. И вот эти люди создают якобы такое движение, и для Запада, для Украины, ну, Запада, Украину имею в виду в первую очередь, показывается, что борец такой, этот Пономарев. Это один бонус, который они зарабатывают. Второй бонус, то, что на весь мир дагестанцы, кавказцы показываются антисемитами. То есть, фактически получается, а это на чувствах, когда сейчас идет бомбардировка, когда усиленная пропаганда идет, бомбардировка сектора Газа идет, нам показывают кадры погибших там, детей, женщин, там, раненых и так далее. Перемешку с фейками, это мы тоже знаем, что присутствует. Но есть и настоящие кадры, которые мы не можем отрицать. Факт есть факт. И нам показывают, что дагестанцы выступают в роли, кавказцы выступают в роли таких борцов с Израилем, с евреями и так далее. Русские как бы ни при чем, ни в России, ни в Москве этих митингов нет, а вот есть Кавказ. Это говорит о том, что завтра, когда Кавказ будет отделяться от фашистской России, и Израиль, и Америка, и все люди, у которых в голове зафиксировалось, что дагестанцы ненавидят, ищут в турбинах самолета евреев, ненавидят евреев, там пытаются их побить, убить, там еще что-то с ними сделать, что там живут дикари, которые фашисты. Антисемитизм это фашизм. Живут самый настоящий фашизм. А кто лучше всего справляется с кавказцами и держит их в ежовых рукавицах? Россия. Поэтому нужно отдать все это России. Потому что только Россия может. Это неуправляемые, тяжелые, трудные люди, которыми нужно. Хотели также сделать и в Чечении. Уже слухи шли, что дагестанский самолет не дали посадить в Дагестан с ранеными еврейскими военными с Цахала. И летит он на Грозный. И мы сразу начали там распространять информацию, что это фейк, это неправда, нет никаких. Но в Чечне еще было сложно, потому что там как бы все контролируется, и без согласия власти контролируется также и в Дагестане. Но в Чечне это как бы демонстративно контролируется, и чеченцы боролись за свою свободу, никогда добровольно, как дагестанцы, в часть России стать не хотели. И поэтому как бы на чеченцах это как бы более демонстративно видно. Ну и как бы отказались, видимо, от этой идеи, и как бы Кадыров даже выступил как бы таким защитником, сказал нам, и кто хочет ехать воевать против Палестины, едьте в Украину. Если кто-то недоволен, едьте в Украину. Чеченцы не хотят ехать ни в Украину, ни в Израиль, чеченцы хотят жить и созидать. Вот так я это увидел, эту картину, которую они сейчас раздувают. Как бы поднять авторитет вот этого утра Дагестана, вот этого батальона имама Шамиля, так называемого, и самого Пономарева. Ну и заодно выставить кавказцев антисемитами и фашистами. Как-то так, друзья.
Так, друзья, мы уже почти 2 часа в эфире. Давайте я почитаю ваши комментарии. Еще минут 10 посидим в эфире и можно будет закругляться. Асан есть? Куда это делось? Так, я уже тут что-то пропустил, я смотрю, опять Дион. Ругаетесь. Не ругайтесь, друзья. Huduysa huduyçtu şu. Čerei, a se nomerelč megion, a šuduic dice o nomeri, uivitore, čas on blok ton čerei. Куда сто раз за разблокированный вари заблокировать вы кайт сварка заблокировано заблокировать ну кайс ада хорошо мадийцараш дугдаш. Ассаламу алейкум всем. Вопрос тебе сам. Почему наш президиум законно молчит насчет ЗК, если, как ты говоришь, он провозглашает себя незаконно и стремится чисто к захвату власти? Ва алейкум ассалам, Асан Мухаммад Гир. Ну, ты не осведомлен, если ты считаешь, что он молчит. Это неправда. Не молчит, пишет с 2009 года, даже еще, может быть, раньше, я сейчас точно не помню, есть на сайте, у них на сайте, Facebook. Я это недавно они это выкладывали. Я это выкладывал у себя на YouTube, на Facebook, везде. Конечно, не молчат. Да не молчат. Просто ты не интересовался, до тебя не доходит. Вот смотри, сейчас 12-14 ноября они поехали в Польшу, в Брюссель, в Европарламент, в Польшу, там на День независимости Польши. И провели там конференции, приняли меморандум, ну, большую работу провели. Причем это все страны постсоветского пространства. Мне просто это нравится говорить, я еще раз просто повторю. Страны Балтии, Грузия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Польша, ну, соответственно, в Польше, когда они были и когда они в Брюссель поехали, Украина, ну, все постсоветские страны, проделывают работу, фактически вот все снова реанимируют, начинают активно работать. А я у себя на странице и в своей группе, там есть у нас группа, их группа, и там он выкладывает. Я это перепост делаю у себя на странице Facebook. Вот это все исчезает просто. Мой канал запрещен на территории фашистской России. Вот мой YouTube канал. Всячески нам мешают, всячески нам хакеры, макеры, там тролли, вот если ты увидишь, они здесь мат-перемат пишут, я имею в виду, вот какая работа ведется. Поэтому, если нас задвигают, это не значит, что не ведется работа. Это значит, эта информация до тебя, таких как ты, не дошла просто. Конечно, говорят, президиум говорит. Когда меня человек из правительства, так называемого правительства Ахмеда Закаева, предложил работать на российскую разведку, что только тогда меня вынудило, я топил за этих людей, я поддерживал их, я везде об этом только и говорил. Но когда мне прямо сказали, я не мог уже больше, никакие отговорки мне не могли на меня повлиять. Все, мне сказали, человек из правительства, так называемого правительства, Закаева сказал работать на русских. Все, для меня вся картина маслом, да, все
упала, короче, шорох из глаз, да, я все увидел уже откровенно. Я, поэтому вот эти вещи, которые происходят, они делаются для того, чтобы мы не могли разобраться, где правда, где ложь. Понимаешь? Говорят. И когда я рассказал этот случай очень информированному человеку из президиума, он мне сказал, хадицел, шадега хухилерцега, шадег мадар хадицасвик. Я ему подробно все рассказал. Он послушал, все, меня выслушал и сказал, ты не первый, кому это предложение делалось, это стандартная тактика их, ты не первый. И ты единственный, кто об этом ну так, громко об этом заявил и разгласил. Понимаешь, вот в чем вся наша беда. Вайгадути от авай. Доузаца доузич. А потом я попадаюсь, потом ты попадаешься, потом третий попадается. Вот в чем проблема. Дель говорят, еще как говорят, с фактами, с доказательствами. Я-то говорю просто про эту вербовку, попытку вербовки. А президиум у нас приводит документы, которые они делают, подложные документы по захвату власти. Как объявляется Закаев фактически президентом. Премьер-министр, такую должность у нас занимает только президент. Совмещает президент и премьер-министр. Становится президентом при живом Доке Умарове, который еще не объявил Имарат Кавказ в 2007 году. За 2 месяца, за 1,5 месяца, по-моему, или за месяц объявляет о том, что он является президентом. Дока в подполье, в войне, в горах где-то находится, у него связи нет. Объявить, что вот согласен он с этим или нет. Но тогда еще Дока не объявляет, что он возглавляет Имарат Кавказ. Более того, Дока никогда не слагал в себя полномочия президента Чеченской Республики. Нету документа. Да, он сам отстранился. Он сказал, что я буду возглавлять Имарат Кавказ. Такую организацию вот он создал. Потому что все отказались воевать, зная, что идет абсолютно насмерть они идут. Выжить невозможно. Они сказали, мы будем воевать вот под этим знаменем. Тагул бабишки, нахбар, сагацаогар. Видите? Смертник шбизер, фактически смертник шбарцигат эм шбешбеш. Кица дин бишан сиотшбеш. Бай, ишбар эм шбешбеш. Ну, кум дуцига, да, цадойш. Ну, а вот потом встречается Закаев и подписывает документы Чеченская Республика. В Конституции Российской Федерации указано, что Чечня это Чеченская Республика, часть России. Чеченская Республика Ичкерия это суверенное независимое государство. А Чеченская Республика, которую там у себя в воспаленном мозгу русские нарисовали, она их часть их Конституции вписана. И Закаев уже фактически президентом, премьер-министр, это фактически президентом он себя. Просто президент нескромно, видимо, слишком нескромно. Он себя называет премьер-министром. Он объявляет, что мы Чеченская Республика. Он подписывает с русскими документами и указывает, что мы Чеченская Республика. Вот и все. Делай выводы. Изменюсь, предательство юис. Хич ауки. По-другому это не трактуется. Ты давай, когда правду говоришь, не переключайся на другой язык. Хорошо, все, договорились, Алекс. Попутал, да. Доброй ночи. Добрый русский украинец. Слава Украине. Героям слава, да. Пусть все знают, что КГБ взрывали дома и спихивали на чеченцев. Алекс, я всегда говорю, не волнуйся, это мы доносим, да. У Ичкерии были свои деньги? Да, наши деньги есть, они напечатаны, они не были в обороте, они есть, напечатаны, но не успели пустить в оборот. Так, у тебя майне попо. Вот у тебя классный ник. Ты тоже в банде. Конечно, можно. Здравствуйте. Ахмад Силас.
Кто Силас? Никто не Силас. Силас, а не Сила. Так. Закаев конкурент Кадырова. Да, не только один Закаев. Многие, многие, кто здесь выступает антикадыровской оппозиции, они внутрироссийская, Пономарев собирает россиян. Вот кто вокруг. Черкесы недовольны, кстати, тоже он собрал вокруг себя, которые не представляют черкесов. Также там дагестанцев собрал, вот этих представил, ну, разных этих собрал. И Пономарев фактически выступает за деколонизацию там с россиянами. И вот все, кто говорят против Кадырова, вы не думаете, что они против России. Просто им за то, что есть мы тут, они вынуждены говорить про Россию иногда. А так это антикадыровская, внутрироссийская оппозиция за рубежом. Это Халитов, Абдурахманов, братья Янгулбаевы, Белакиев, Закаев, Кемелу. Ну вот что, Хамел Гушбеш, Царябеш, Ишбухшон. Вот Нисо такой появился, тоже деятель. Это тоже все, они на религиозную тему, чаще они религиозные темы, они все перекрывают, да, типа, говоря про религиозные темы. Ну, как говорится, в семье не без урода. Получается, такое бывает. Так, Хабил, Абу Хабил. Хохилич Хрвац Аяд. ВСБ, дуй. Хохилич Хрвац. А тебе бан. Тумсо агент российских спецслужб, Гоголь. Агент российских спецслужб. Это внутрироссийская антикадыровская оппозиция за рубежом. Это неоднократно было сказано. Один ты святой. Нет, я не святой. И я абсолютно обычный правозащитник. Я никакой политической роли не играю. Я никуда не буду лезть. Я сразу же все, кто меня поддерживает, там, третий, десятый, поддерживайте наш президиум. Я тоже поддерживаю наш президиум. За мной становиться не надо. Я никакую роль в этом не играл и не играю. Я говорю правду, доношу правду. Все. Я абсолютно не святой, ничего не нужно. И я вам никогда не врал. И в этом я вам тоже не вру. И если кто-то думает, что я буду где-то там что-то, это абсолютно не так. Я абсолютно рядовой человек. И им останусь. Это у меня договор так с Господом моим. Что я делаю все честно во имя своего народа. И никуда не лезу. И за это меня Господь бережет. Вот такой у меня с ним договор. Так. Один на один мастер то. Овормовать. Овормоваться. Ничего. Германия убывала. Вы только обещаете все, да? Овор, да? Хэн макерэлэг always. Давай, давно я так не радовался, да? Видятся, да? Один на один. О, 95. А лево тип духо. Ну да ладно. Всякие попадаются в жизни, да. Aslan ÇDP'nin ya pitentüş aslanik sen lüş kuçua semiridalin su kuçua asşin zamiçanine el üre ya tsahan ya su kuçua кисаться ту дела конце отри. Сунца гибадыч Хамзат. Я не слежу, Хамзат, я тебе доверяю, хай блогерский бол, хай модераторский бол дауа, а се блогерский даур бон.
Только дончиться ложь и не оскорбляйте, пожалуйста, потому что шун скриншот чё, что его модератор, и бегари, вож бегари борду, что. Шукер кеум хаши, шу гуч дойль дук дик. Олас, гуч вал, сосан гуча вал, открыто, ома ватсага, аудиц дица. А да, как я, ты всю правду говоришь, даже не захотел войти в эту антикадетскую коалицию ради независимости Ичкерии и места ООН. Демократ, антикадыровская коалиция не будет, не будет иметь места ООН. Понимаешь? Дело в том, что мы останемся частью России. Просто придет новые лица, новые деятели, которые сметут Кадырова, то преступление, которое совершила Россия и Кадырова, другим новым преступлением покроют его, и такую же диктатуру нам устроят. Вот и все. А так, да, мне предлагали, что вот давай вливайся в нашу команду, у тебя там все, там будем двигаться, там третье, десятое. Но совесть не продается, да. У меня договор с Господом другой. Так, Олег, это чистейший мать. Так, ладно. Аса, почему ты думаешь, что в Дагестане все бородатые? Я не думаю, что все это бородатые. Я не думаю. Просто слишком много было небородатых на этой акции, да? И, ну, если этот аргумент тебя не устраивает, ну давай, если ты как дагестанец, справедливый человек, ты же, наверное, знаешь, что собрать 1000 человек в автобусах, вести их, там, громить аэропорт без ведома власти в Дагестане невозможно. С этим-то фактом ты не будешь спорить. Мы же знаем систему, это отсюда могут не знать. А мы-то знаем с тобой, как там все это происходит. Да, поэтому в эту коалицию не зашел, потому что в таком случае нет никакой речи о независимости. Да, а я его неделю как заблокировал, он тут вылез. Ну, может, другой ник был просто. Может, другой сделал. Может, разбанил его кто-то. Может, Адам разбанил. Через соцсети собрали, через те же телеграм-каналы, контакт, WhatsApp. И даже я слышал через Авито рассылка инфо. Но смотри, мы же знаем, что если, например, мы с тобой начнем сейчас собирать людей, я, например, сделал обращение как-то дагестанским женщинам, чтобы они своих сыновей не отправляли на войну в Украине, когда вот мобилизация началась. И тогда спад пошел. Помнишь, женщины вышли, там начали возмущаться и аккуратно, потому что очень боится. Фашистская власть боится, что народ поднимется. Они знают, что сил у них нет на самом деле. И тогда очень большой такой хай поднялся. То, что здесь можно было автобусы подгонять, все делать, и никто не сопротивлялся. Нет. Один звонок просто, и Меликова, и начальника ФСБ сказали, так, быстро пресечь. И все это прекратилось бы на корню. А это несколько дней, недель это продолжалось, нагнеталась эта обстановка. И все это делалось. И ничего. Так. Я его с неделю как зовут. Так.
Откроем секрет, скажи, что ты есть американский актер из фильма «Без лица». Но этот, как его? Да, забыл я уже его. Да, это я, да. Ушел. О, похоже, не против. И на Кавказе что-то поджечь. Нет, это я не думаю. Не то, что не думаю, я уверен, он не хочет поджечь. Наоборот, ему нужно абсолютное спокойствие. Именно поэтому, когда вот дагестанские матери тогда вышли, сразу же они по-другому начали пересматривать. Не дай бог это будет, женщины, люди начнут выходить. Это нужно было успокоить. Поэтому ни в коем случае это был управляемый хаос. Это абсолютно 100%. Только лишь для того, чтобы поднять рейтинг вот этого Пономарева и для того, чтобы показать кавказцев, дагестанцев в частности, антисемитами. Вітаю, шановні пане Стан, чат та модератор. Сиган, вітаю, давно тебя не было. Не пропадайте так надолго. Когда в Махачкале бунт подняли, в телеграм-канал опять писали, мол, Дагестан начал движение за независимость. Ага. Ну, это нужно было показать. Если бы, например, Украине сказали бы, что будем выводить людей, поднимать в Дагестане бунт за независимость против евреев, то в Украине это бы, ну, сказали, а зачем нам это нужно? А то, что вот бучу какую-то поднять, что вот народ нужно поднять, это было. И потом под шумок якобы за независимость. Какая независимость? Там никто за независимость не говорит. За это время, может, один-два дагестанца за все это время к нам заходило сюда, которые говорили о независимости, что нужно Дагестану тоже освободиться, жить в Кавказу свободно и так далее. Фактически нет, да? Так, Леон, ты поддерживаешь Армению? В смысле, а что, ее нужно поддерживать? Она падает? Так, Америк, Берг, Хунд, Юхунд, я. Хозяйте Америк, Берг. Давай, это величайшая страна, да. Я был на стриме у Миколы Рушницы. Да, привет ему большой. При том, что в той же Сомали сейчас десятки тысяч убитых мусульман, никто про это не говорит. Дело не в мусульманах, дело в пропаганде, которая навязывает. Что может сказать про нынешнее правительство Грузии? Я мало что про это знаю. В смысле, не для нас. Для меня, для тебя, наверное. Ты, наверное, пребываешь еще в плену пропаганды. Избавляйся от пропаганды. Образовывайся. И поймешь, ли он. Асан, ты из который я был там много раз бытность до войны, во время войны. Юнусы знают. Отлично, да. Показал, а потом основная цель в чем? Если в Кавказе пойдут волнения, то Вове только на руку. Запад раскачивает страну, сплотимся вокруг фюрера. Нет, если пойдут волнения, то это не на руку Путину. Дело в том, что если пойдут волнения, это может выйти в неуправляемый хаос, неуправляемые волнения. Это очень невыгодно. Это очень невыгодно. Сейчас особенно, когда сейчас Россия увязла в войне в Украине, и везде у них все плохо, санкции, и это нет. Если пойдут волнения, если реально Кавказ встанет, ну Кавказ, во-первых, не встанет. Мы знаем, что он не встанет. Когда чеченское государство, чеченский народ сражался, он не встал. Понимаете? Не встал. Этот факт нельзя сбрасывать со счетов. Это не произошло, Дион.
И если хочешь узнать, нравится это кому-то или не нравится, некоторым это не нравится, наверное. И если хочешь узнать, что творится на Кавказе, посмотри, что творится в Чечне, говорится поговорка. И в Чечне сейчас 37-й год, Северная Корея в Чечне. И пока никто особо на Чечню, все хотят, не трогая Чечню. Потому что если начать говорить о Чечне, о Чеченской республике, Ичкерия, то сразу нужно признавать президиум, нужно признавать геноцид, нужно признавать все те вещи, на которые на Западе закрывали глаза до сих пор. Свои ошибки фактически признавать. А сейчас этого пока никто не хочет делать. Рано или поздно, я уверен, это сделают. Но сейчас пока этого не хочет никто делать. А поднимать там Дагестан, там еще какие-то регионы поднимать, это бесперспективно, в целом бесперспективно. Если поднимать, то нужно весь Кавказ поднимать, начиная с Чеченской республики Ичкерия. А это совсем по-другому нужно делать. Это нужно признавать Чеченскую республику Ичкерия, президиум Чеченской республики Ичкерия. Нужно формировать батальоны, на самом деле батальоны в Украине. По-другому, по-серьезному нужно, по-настоящему подойти к этому. По-честному подойти, с договорами с Чеченской республики Ичкерия и так далее. А все остальное это имитация. Не выйдет из этого. Я как кавказец, как чеченец, я знаю, о чем я говорю. Я в этом убежден. Алейкум ассалам, аят. Хомичау, гуш муатсо, куда пропал, Дион? Аурам Кантаев, Дион. Аурамо. Мегаду. Я рядом с вами. Наблюдать я швыю. Да, это боль. Правильно. Тыл прикрываешь ты. Так, давайте, уже надо заканчивать, друзья. Не знаю, как ты относишься к деятельности Анно, которая занимается правами всяких меньшинств на Кавказе? Я не знаю ее. Кто такая? А сама моя соседка русская, которая отдала свою мать в дом для престарелых, тоже болеет за палестинцев. Ну, молодец, правильно. И за мусульман. Они возгорели любовью к мусульманам, я заметил. Русские вообще безумно возлюбили мусульман. Ну, хоть так, Дэл, ну, хоть так, Дэл. Азербайджан тут очень близкий братский, но по вопросу войны суда имеют совсем другой точки зрения. Как это расскажешь на дальнейших отношениях? Я не знаю, это надо к азербайджанцу вопрос задавать. Нужно поднять Кавказ предателями. Вот так. А завтра будет стрим? Я не знаю. Я не знаю, демократ. Может будет завтра стрим. Может в воскресенье будет. На чеченском. Я про агентуру, если я не успел дочитать при. Все будет Ичкерия, слава Украине, Боже благослови Америку, Израиль справедливый. Шамиль Халиулин. Да, на этой ноте мы и закончим свой стрим. Как то да, лати, амин, амин. Все отлично, Аят, все отлично. Next, совершенно верно. Всего самого хорошего, друзья. Я на этом свой стрим заканчиваю. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Распространяйте ссылку на наш стрим. Все будет Украина. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикюр марш ой шун бюшу бюс декалюл. Шун масана дерес хул. Дал барца абуэлой. Дал дикнек дуэлхуна. Адикюр. Воспылали, да, я тут заговорился.